Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта. Мы рады приветствовать всех зрителей национального канала. В эфире программа «Культура», с вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. «33 года родной Ингушетии» в Сунже состоялся праздничный концерт. Фон, на котором он изображен в шляпе, и, естественно, его устремленный взгляд, они разные и дают нам возможность увидеть в разнообразном состоянии каждого человека. Жизнь и творчество Хасолта Акиева. В Государственной выставочной галерее состоялось открытие выставки живописи известного ингушского мастера кисти, приуроченное ко Дню образования республики. Он был не только художником, он был краеведом, археологом, драматургом, стенографом, сотрудником газеты «Сердало». Доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Дзарахова рассказывает о научной конференции, посвященной деятельности первого ингушского художника Хаджибекира Ахриева. 33 года со дня образования Республики Ингушетия было отмечено 4 июня. В регионе состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. Одно из них – это концерт в Сунже, организованный Дворцом культуры города Сунжа, совместно с Государственной филармонией имени Ахмеда Хамхоева, администрацией города Сунжа и Ассоциацией ремесленников Ингушетии. Со сцены звучали народные песни, исполнялись зажигательные танцы, а также произведения современных авторов. Концерт стал настоящим праздником единства и гордости за свою республику, оставив в сердцах зрителей теплоту и свет. В селении Фурток горного Джерахского района прошла научная конференция, посвященная деятельности первого ингушского художника Хаджибекира Ахриева, организатором которой является Ингушский научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева. Мы пригласили к нам в студию заместителя директора НИИ, доктора исторических наук, этнографа Зейнеп Дзарахову, чтобы подробно узнать о столь значимом мероприятии. Мы рады приветствовать вас. Добрый день. Зейнеп, вы работали над этим проектом очень долго. Расскажите предысторию о самом процессе подготовки. Да, конечно, работа начиналась не сегодня. Это работа 20-летнего труда. И очень приятно, что наконец состоялось событие. Республиканская научно-практическая конференция прошла в Горной Ингушетии. Это был такой вот образец выездной конференции, которая проходила под открытым небом. И мы с вами знаем, конечно, что Хаджибекир Ахриев является первым профессиональным художником. И знаем о том, какие работы он писал. Но мы просто вот очень мало знакомы с его многогранной такой творческой деятельностью, с научной, с творческой. Он был не только художником, он был краеведом, археологом, драматургом, стенографом, сотрудником газеты «Сердало». Был в числе первых сотрудников научно-исследовательского института еще во Владикавказе с 1926 года. Он был участником Олимпиады искусств в 1931 году. Он был директором Ингушского музея краеведения. То есть можно перечислять все сферы, которыми он занимался, и мы увидим, что это была личность необъятная, неординарная и очень талантливая. Но все-таки в большей степени, кем он является именно в вашем понимании? Ну, вот, в моем понимании он является как профессиональным художником, мастером декоративно-прикладного искусства, так и краеведом. И я вбираю вот в это понятие все сферы краеведческого труда, которые он вложил в свою деятельность и в свою жизнь. Если говорить о жизни и деятельности Хаджибекира Ахриева, то он с раннего возраста уже проявлял свой талант, он уже изобретал различные изделия, и он был очень такой восприимчивый, очень быстро усваивал знания, запоминал народные сказания, он был прекрасным знатоком устного народного творчества, и все это он как бы вбирал в себя уже с детства. Ну, вот он окончил Владикавказское реальное училище, поступил и окончил Строгановское училище в 1916 году и был в числе таких успешных студентов, показывающих свой талант, но уже буквально вот с первых своих работ.
Но вот жил он в то время, когда началась ломка и в стране, и начались революции, и он поверил в идеи революции, в идеи гражданской войны, и всячески поддерживал и революционные события, которые проходили в Центральной России. И потом, вернувшись на родину, в 1917 году он окунулся в эти события и был и участником партизанского движения. И во время гражданской войны он поддерживал всех, кто выступает за советскую власть. Но вот мы видим, что в то время он, являясь художником, тем не менее является активным участником всех этих событий. Он особо не любил показывать там батальные жанры, но показывая историю своего народа, его участие в становлении советской власти, он создает ряд картин на историко-этнографические темы. На военную тематику. Да, на военную тематику, на разные сражения, которые проходили. И он поддерживает как события, так и передает в своих полотнах эти события, чтобы сохранить в архиве, что происходило здесь на деле. Это получается глазами очевидца. Да, глазами очевидца он и пишет картины, и все это сохраняется. К сожалению, картины сохранились сегодня только в описании, и мы еще надеемся их найти. Ряд картин было и в Чечено-Ингушском государственном музее, но до этого, до депортации, но, к сожалению, когда арестовали нашего художника, многие работы уже пропали. Но надежда остается, что они вернутся к нам. Но вот как раз-таки говоря о конференции, которая проходила в Горной Ингушетии, мне хотелось бы отметить вот тот формат, который нас просто порадовал всех. И по различным направлениям нашего художника выступали ученые, выступали сотрудники музеев. И что приятно было отметить, директор нашего музея краеведения Магомед Закриевич обратился к директору Ставропольского музея краеведения, к Ахонько, и сказал о том, что вот мы готовимся к конференции. И очень приятно было, когда нам зачитали приветственный адрес от директора Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Права от Ахонько. Так вот, директор Ставропольского музея нам поведал о том, что в их музее сохраняются картины, сохраняются работы, копии которых в 1996 году были подарены Музею краеведения. Но вот буквально лет 10 назад я заключила с ними тоже договор, и мне были предоставлены орнаменты, которые были зарисованы Хаджибекаром Ахриевым. И, что приятно, независимая экспертная комиссия определила, что это рука Хаджибекара. Приятно, что они так ценят и вот с таким уважением относятся к памяти Хаджибекара Ахриева. А каким образом материалы оказались в Ставропольском музее? Так вот, когда происходили изменения в музеях, расформировались одни, материалы передавались из одного музея в другой. Так вот, нам директор сообщает о том, что в 1936 году из Северокавказского краевого музея горских народов города Ростова-на-Дону часть работ Хаджибекара Ахриева поступила в Ставропольский музей. И вот даже в прошлом году, когда они готовили выставку к столетию Ингушетии, мы видели снова работы Хаджибекара Ахриева. То есть о ценности его трудов говорят архивы, в которых сохраняются его работы. Но тоже, поскольку мы говорим о музеях, приятно, что и в Музее истории религии в Санкт-Петербурге тоже сохранилась картина, которую нам сегодня обнаружила коллега, этнограф из Санкт-Петербурга Макал Богачиева. И эта картина тоже вернулась к нам в регион, и мы занимаемся дальше исследованиями. В работе конференции принимали участие как профессора, ученые Ингушского научно-исследовательского института, так и Ингушского госуниверситета. Нам очень подробно и очень глубоко поведала об участии в гражданской войне нашего художника, краеведа Хаджибекара Ахриева Эльза Джунидовна, которая рассказала интересные эпизоды из его участия и того, как проходили события. Вот это все было во Владикавказе, и как он, не очень страстно желая на то время, но тем не менее передал и события, и все эти процессы, которые происходили здесь. Но вот время идет, и к 1920 году поднимается интерес снова к кавказоведению. А мы знаем, что
Интерес к Кавказу начал проявляться до этого, за 100-200 лет уже, в то время, когда мы только-только начинали входить в состав Российской Федерации. Но такой активный интерес был проявлен к концу XIX века. На Кавказ и в наш регион, в частности, приезжали ученые, исследователи, которые уже к началу XX века определили, что нужно делать зарисовки всего того, что мы видим у народов Кавказа, и изделия быта, и различные объекты, и те же башенные комплексы. Но поскольку не было фотографий, нужно было привлекать художников. И когда начали уже думать о том, что нужно привлекать из числа коренных народов, Хаджибекар Ахриев был в числе первых художников, их было немного, вообще на Северном Кавказе. Он оказался в числе первых, кто был приглашен в состав экспедиции. И с 1920 года Хаджибекар Ахриев принимает участие в археолого-этнографических экспедициях. И вплоть до 1938 года он принимает участие в них. И как отмечают и искусствоведы, и архитекторы, рисунки его были настолько точными и настолько профессионально сделанными, что только по его работам спустя годы и даже сегодня мы можем проводить научные исследования. Согласно и записям, и полевым материалам, и дочь Хаджибекара Ахриева говорила о том, что не было населенного пункта ни в горной, ни в плоскостной Ингушетии, который бы не был зарисован Хаджибекаром. Но он вместе с тем зарисовывал и все те изделия, и все то, что видел он и окружало его. Он ставил, видимо, перед собой цель сохранить Конечно. это для будущих поколений. Да. Он описывал и бытовые какие-то события. Он зарисовывал и бытовые изделия. А поскольку тогда, еще в 1902 году, ранее, к 2020 году, активнее внимание обращалось на зарисовки и орнаментальных композиций. И на записи тех красителей, которыми пользовались, когда красили различные изделия, на зарисовки этих станков, которые были. Все это, конечно, тоже выполнял Хаджибекар в рамках общих плановых работ, которые были вообще на юге России. И мы видим, что сегодня к нам вернулся альбом «Ингушские орнаменты», альбом, в котором и записи-то были сделаны на латинице, на ингушском языке. И как отмечает Семенов, кавказовед Леонид Семенов, это были первые этнографические записи, вообще, можно сказать, на юге России, записанные на родном языке. И благодаря именно Заурбеку Мальсагову и Хаджибекару Ахриеву. Так вот, они вместе были в 20-м, в 21-м, в 22-м годах именно в Джайрахском ущелье. И записи, которые были сделаны, нам говорят о том, что это и знание народных сказаний, и устного народного творчества, и многих поверий. И я смотрю на Хаджибекара и как на исследователя. Так вот, он в числе первых из ученых говорит о том, что галгай – это как бы жители башен. И уже потом мы видим, что эту интерпретацию повторяют и Семенов, и Крупнов, и у Мужхоева мы видим, и у современных исследователей. Хотя исследования, они подают и новые вещи, но тем не менее он говорит, галгай – это жители башен. И показывая в орнаментальном альбоме строение башни, он говорит о том, что это орнаменты жителей башен. То есть человек был потрясающего ума, интеллекта. Некоторые его работы просто до мистики вызывают вопрос, как он владел таким талантом. Ну и те же работы, например, этнографические, как «Моление на Столовой горе». Так из воспоминаний Идриса Базоркина мы видим, что только по его зарисовкам можно было описать целые ритуалы. А как вспоминала дочь, у него не только были рисунки, но он и записывал некоторые материалы. То есть он владел и пером, он прекрасно писал. И письма, которые сохранились сегодня, просто говорят о нем, как о человеке, и лингвистических даже знаний. Текст у него такой очень читаемый, интересный, и я думаю, мы потеряли многие записи, и остается надежда, что они вернутся к нам. И все-таки говоря о его деятельности, такой активной работе,
в Горной Ингушетии, как вспоминала его дочь, с именем Хаджибекара ассоциировались искусство, горы и народ. И вот буквально вот образно она так это говорила, что вот можно просто пройти по его жизни. К 1924 году издается вот этот альбом рукописный, и он его сам собирает. Он был прекрасным мастером, он владел искусством работы с кожей, с деревом, с природными материалами различными, и из-под его рук выходили целые произведения, вот эти вот рукописные альбомы, о которых помнил Идрис Базоркин, и он это сегодня пишет в письме, что он не просто собирал, а он просто вот в альбомы укладывал все свои работы. И к 25 году он выезжает на конференцию с картиной изготовления ковра. Он выступает на этой конференции. Но вот год следующий, 1926, открывается научно-исследовательский институт, и в числе 6 первых сотрудников оказывается снова Хаджибекар. И ведь все это не случайно. И снова экспедиции, и снова эти работы продолжаются. К 1930-1931 годам он работает и в составе театралов. Он пишет пьесу, которая, к сожалению, тоже не сохранилась. Главная героиня была Зара, а мы помним, что младшую дочь его тоже звали Зарой. Но вот о пьесе записи некоторые есть. Он участвует в Ингушском литературном обществе. Он является редактором пьесы «Перелом», по которой был поставлен спектакль в 1931 году в Ростове. Так вот, на Олимпиаде его картины привлекают внимание, его участие отмечает Дашлако Мальсагов. Он возвращается снова в регион, и в 1932 году он уже становится директором Ингушского музея краеведения. А музей краеведения и научный институт были центрами культуры, где собиралась вся интеллигенция. И в этом же году поступает на работу в этот музей и Газимагомед Даурбеков, и далее они вместе идут, и вместе участвуют в экспедициях. То есть о жизни и творчестве ученого, краеведа, художника Хаджибекара Ахриева можно говорить часами. Мы работаем над книгой, над сборником трудов, который выйдет очень скоро. И я думаю, для себя читатели откроют образ Хаджибекара, просто необъятного, очень талантливого человека. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Всего вам самого доброго, удачи. Башко. Жизнь и творчество Хасолта Акиева. В Государственной выставочной галерее региона состоялось открытие выставки живописи, приуроченной ко Дню образования Республики Ингушетия. Экспозиция посвящена памяти выдающегося художника, заслуженного деятеля науки, члена Союза художников СССР и члена Союза художников России. Это его родственник Халпоев Борис, который сейчас живет в Корца, пригородном районе, и у нас несколько его портретов, но фон, на котором он изображен в шляпе, и, естественно, его устремленный взгляд, они разные и дают нам возможность увидеть в разнообразном состоянии каждого человека его духовный мир, его проблемы и, естественно, его задачи, которые он должен решать. Хасолт Алхастович внес значительный вклад в изучение истории и культуры как ингушского, так и других северокавказских народов, являясь автором более 50 научных трудов по истории народов Северного Кавказа. Эта выставка стала значимым событием в культурной жизни региона, собрав под своим крылом представителей органов власти, творческую интеллигенцию, родных и близких мастера. Наши глубоко уважаемые, высокопоставленные гости, мы приветствуем вас в стенах нашей галереи на открытии персональной, постоянной выставки Хасолта Алхастовича Акиева, известного ученого, историка, художника, а также поэта. Мы сегодня взволнованы тем, что открываем не просто очередную выставку, это для нашего молодого учреждения первое самостоятельно принятое решение приобретения коллекции картин Хасолта Акиева. Мы долго к этому шли и, наконец-то, решили представить широкому зрителю. Экспозиция, посвященная творчеству талантливого художника, раскрывает перед зрителями богатство и самобытность ингушской культуры. Картины Хасолта Алхастовича – это яркое отражение жизни и традиций ингушского народа. В них запечатлены живописные пейзажи, сцены из быта, портреты людей, наполненные теплом и душевностью. Каждое полотно пронизано любовью к родной земле и глубоким уважением к истории своего народа. Посетители выставки не скрывали своего восхищения талантом художника. Хасолт Алхастович прожил очень сложную жизнь.
Он был человеком, который изнутри горел, любил свою родину, любил свой народ, любил свою республику, очень много сделал для этой республики. Не будучи чиновником, не имея какие-то рычаги власти, этот человек стоял у истоков и нашего университета тоже. Я помню, как он хотел открыть факультет психологии и педагогики у нас в республике. Факультет открыли. Хасолт писал так, как он хотел, так, как он видел. А видел он очень хорошо. Этот человек был правдивым художником. У нас очень любят салонную живопись, у нас очень любят салонные портреты, когда все вычурно, когда все вылизано, когда девушки на картинах становятся красивее. А Хасолт как видел, так и писал. В этом отличалась его живопись. Но я вам должен сказать, что этот художник заставляет возвращаться в зал зрителей. В своем выступлении председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Владимирович Сластенин выразил благодарность организаторам, а также подчеркнул, что данная выставка символизирует уважение к культурному наследию ингушского народа и дает возможность молодому поколению прикоснуться к творчеству известного мастера кисти. Действительно, наверное, очень хорошо, что у нас есть такая галерея, такой выставочный зал, на котором мы можем чествовать художников своих земляков. Вот то, что сегодня это первая выставка, это очень здорово. Наверное, надо сказать, благодарность всем организаторам. Мне сказали, что даже основная часть картин уже выставлена, то есть она будет достоинством республики. И вот на этих картинах, конечно, воспитывают все наши подрастающие поколения и дети. Здесь отражена вся история, быт. Просто это один из элементов, наверное, просвещения наших детей, привития культуры. Особое внимание привлекли воспоминания друзей художника, что позволило гостям выставки почувствовать ее атмосферу и вдохновение, поближе познакомиться с заслугами этого неординарного человека, оставившего свой яркий след как в художественной сфере, так и в сфере науки Ингушетии. Участники выставки внимательно слушали трогательное выступление вдовы художника Хавы Магомедовны Акиевой, ученой и искусствоведа, которая лично познакомила собравшихся с малознакомыми деталями и моментами из жизни и творчества своего супруга, раскрывая историю создания каждой работы, видение и чувства художника. Мужество, язык, традиции и обычаи они сохраняли как ничто самое драгоценное, что бывает только у человека. Это его душа, его холодный, трезвый разум, как говорил Иммануил Кант, хотя он немец, а мы ингуши. И в этом отношении Кунах яхаш должен дождь сохранился до сегодняшнего дня. Сукалсак касается нас тоже. И в этом отношении, о Всевышний, дай нам силы, смотря на каждую картину, воскресать в себе и создавать в себе ту силу, чтобы идти вперед и оставлять за собой свою культуру, традиции и обычаи. Организаторы выставки постарались создать экспозицию, отображающую богатство творческого наследия Хасолта Акиева, демонстрируя зрителям яркие образы, воплощенные в его произведениях. Одновременно выставка помогла соприкоснуться через живопись художника с историей народа, через созданные им портреты видных ингушских деятелей разных лет, делая акцент на взаимосвязи искусства и истории, которые были тесно переплетены в судьбе талантливого художника. Я был знаком с Хасолтом Хасатовичем. Мы вместе участвовали на разных конференциях, на разных мероприятиях. У нас говорят, если хочешь узнать человека, то надо быть с ним где-то в дороге, где-то на выезде, тогда уже какие-то главные его черты узнаешь. Хасолт Хасатович был исключительно порядочным, исключительно скромным человеком. Он был просто творческой личностью. И здесь я хотел бы отметить, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. И это у нас Хава Магомедовна Акиева. И
представьте себе, если бы она не создавала нужную атмосферу в семье, если бы она не создавала все условия для того, чтобы он проявил все свои творческие возможности, то сегодня вряд ли мы присутствовали на этой выставке. И поэтому я хотел бы выразить огромное спасибо, Хавва Мухаммедовна, вам лично за то, что вы несете имя Хасолта Алхасовича через все эти годы. Картины Хасолта Акиева, по словам посетителей, не только поражают своим мастерством исполнения, но и пробуждают чувство гордости за свою культуру и желание сохранить ее для будущих поколений. Выставка стала настоящим праздником искусства и важным событием в культурной жизни региона. Ингушская башня. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошел мастер-класс под руководством известного мастера декоративно-прикладного искусства Лидии Баркинхоевой. Побывать на нем посчастливилось учащимся гимназии Марем города Магаз. Главной темой встречи стала гордая и величественная Ингушская башня – символ стойкости, красоты и древнего наследия ингушского народа. Лидия Исраиловна познакомила школьников с богатой историей ингушских башен, рассказала об их значении в культуре народа, об их архитектурных особенностях и роли этих сооружений в традиционной жизни ингушей. Башни – это не просто архитектурные памятники, они символизируют силу, мудрость и преемственность поколений. В практической части мастер-класса дети под руководством Лидии Баркинхоевой и куратора проекта, главного научного сотрудника музея Тамуси Акталиевой с увлечением раскрашивали миниатюрные башни, проявляя творческий подход и художественное чутье. Мастер также поделилась с ребятами секретами своего ремесла, рассказала, из чего изготавливает статуэтки, какими техниками пользуется и как вдохновение превращается в реальные арт-объекты. Мастер-класс вызвал живой отклик у школьников, дети с большим интересом слушали, творили и с гордостью унесли с собой собственноручно раскрашенные башни, как память о культурном наследии и вдохновляющем дне в музее. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия состоялось еще одно приятное событие. Известный дизайнер-модельер Радимхан Айнаева преподнесла в дар музею традиционный женский ингушский костюм – чохы, изготовленный по всем канонам национального костюма. Этот жест стал не просто актом дарения, а важным вкладом в сохранение и популяризацию культурного наследия Ингушетии. Переданный музею костюм выполнен с особой любовью и уважением к традициям. Использованы аутентичные элементы кроя и отделки, характерные для классического чоха. Материал подбирали с учетом особенностей старинных технологий, а каждая деталь костюма несет в себе культурную память ингушского народа. Сотрудники музея выразили искреннюю благодарность Радимхан Айнаевой за этот бесценный дар и неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Ингушетии. Они выразили уверенность, что этот костюм займет достойное место в экспозиции музея и станет источником гордости и вдохновения для всех посетителей. Такова была картина культурной жизни региона за минувшие 7 дней. До новых встреч! Увидимся на телеканале Магаз.